Сәлем оқушылар, бүгін орыс тілі сабағынан 7-ші сабақты түсіндіретін боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дружбой надо дорожить. Келесі шығатын сабақтарды қалмас үшін мен арнама тіркеліп қойды, ұмытпаңдар. Упражнение первое. Прочитай текст. Как ты считаешь, являются ли подругой одинаковые? Жили две неразлучные подружки. Они были похожи друг на друга. Мамы одевали их в одинаковые платья. Обе учились на 5. Мы во всем одинаковые. С гордостью говорили девочки. Но однажды Соня похвасталась маме. Я получила по математике 5, а Вера 3. Мы теперь не одинаковые? Мама посмотрела на дочку и сказала грустно: тройку получила Вера, потому что болела, а ты обрадовалась, и это еще хуже. Упражнение второе. Ответь на вопросы и выполни задание. Как ты понимаешь выражение «неразлучные подружки»? Неразлучные подружки всегда находящиеся вместе. Что означает выражение «похожи друг на друга»? Похоже, имеющие сходство с кем-либо. Можно ли Соню назвать подругой? Почему? Нет, потому что, когда Вера получила 3, она обрадовалась. Составь 2 вопроса к тексту. Ответь на вопросы одноклассника. Чем они были похожи на друг друга? Почему маме Соне стало грустно? Чем они были похожи на друг друга? Потому что их одинаково одевали, и они одинаково учились. Почему маме Соне стало грустно? Потому что, когда Вера получила 3, Соня обрадовалась. Поэтому мама ей сказала, что она болела и поэтому получила 3. А ты ей обрадовалась, сказала. Упражнение 3. Распредели слова предметы в 2 столбика. Единственное число. Ветер, мама, платье, точка, трава. Множественное число. Друзья, цветы, девочки. Упражнение 4. Произнеси пословицу правильно. Следи за произношением. Объясни смысл пословицы. Дерево держится корнями, а человек друзьями. Ағаш тамырымен мықты, адам досымен мықты. Яғни тамырсыз ағаш ол жердің бетінде тұра алмайды. Яғни ағаштың тамыры мықты болса, ол тұрады, иә. Адам досымен мықты деген ол адам доссыз болмайды. Досымен ғана мықты болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.